В ноябре-декабре прошлого года сборная «Якутскэнерго», а представлена она была в основном силами Южной Якутии, заняла призовое второе место в зимней спартакиаде энергетиков Дальнего Востока. Похоже, это была лишь разминка перед большой игрой под названием «Кубок вызова». Традиционный турнир ко Дню энергетика проводится уже 27 лет. Идея подобных соревнований принадлежит руководителю южно-якутских электрических сетей Олегу Мельниченко. На сей раз игры прошли в поселке Чернышевск с 16 по 19 декабря. В сборную энергетиков Южного энергорайона вошли спортсмены южно-якутских электрических сетей, открытого акционерного общества «Нерингри энергоремонт» и «Нерингринской ГРЭС». В 2005 году участников турнира стало больше. Еще 3 филиала акционерной компании «Якутскэнерго» решили принять участие в соревнованиях. Но южан количеством соперников не испугаешь. И количеством видов спорта, кстати говоря, тоже. Помимо привычных волейбола, баскетбола, шахмат, настольного тенниса, бильярда, в спортивной программе появились плавание и футбол. На торжественном параде открытия директор «Каскада» Вилюйских ГЭС Юрий Николаев, как представитель принимающей стороны, отметил, что Кубок вызова – это праздник спорта, дружбы и сплоченности энергетиков акционерной компании «Якутскэнерго». Дружба дружбой, но все же первое место на всех не поделишь. Победы хотелось всем – и спортсменам, и тем более многочисленным болельщикам. В итоге кубок по праву достался сильнейшим – сборной энергетиков Южного энергорайона. И еще одна победа, тоже, в общем-то, спортивная. Здесь же председателю профсоюзного комитета Нерингринской ГРЭС Константину Фаткулину был вручен почетный знак РАО ЕС России 85 лет ГОИЛ-РО за большой вклад в развитие спорта и выдающиеся заслуги в развитии детского спорта. Следующий Кубок вызова состоится в конце этого года, как обычно накануне профессионального праздника энергетиков. Теперь спортивной столицей турнира будет столица республики.